Средняя школа города Новый Афон – одна из старейших школ республики, уникальная с точки зрения историко-культурного наследия здания. После завершения в нем капитальных ремонтно-восстановительных работ прошло 1,5 года. Несомненно, эта школа по-прежнему является одной из лучших в республике. До ремонта школа была в аварийном состоянии. Зданию, которому почти 150 лет, был необходим срочный ремонт, причем капитальный. В начале 2012 года к реставрации приступила строительная организация «Южная строительная компания». Работы длились около 2 лет. После проведенных ремонтно-восстановительных работ школа изменилась до неузнаваемости. Кабинеты информатики оснащены современными компьютерами, где проводятся практические и внеклассные факультативные занятия. Школьная библиотека наполнена необходимой литературой. Во всех классах светло и уютно, все оснащены новым инвентарем. Парты, стулья, письменные доски – все новое и качественное. Школа находится под круглосуточным видеонаблюдением. Обязательное условие техники безопасности – противопожарная система. Особая гордость школы – просторная столовая. На кухне, оборудованной современной техникой, для детей будут готовить высококвалифицированные повара. Вместе со школой были возведены открытый стадион не только для школьников и спортзал, в котором уже проводятся спортивные мероприятия республиканского уровня. По словам директора учебного заведения Асиды Миканба, школа соответствует всем принятым стандартам. Всему тому, что необходимо быть сегодня, современная оснащенная школа с просторными хорошими кабинетами, со светлыми вестибюлями. В этой школе никогда не было актового зала, он у нас есть, очень хорошо оснащен, зал умещает 300 человек. Есть отдельный спортивный зал, который может принимать детей на республиканском уровне. И соревнования уже проходили в нашей школе по волейболу зимой. Это был республиканский чемпионат. Есть открытая площадка. Мы хотели, чтобы эта площадка была закрыта, но ее оставили для всех афонцев открытой. То есть сюда могут приходить все, не только дети, а все, кто хочет играть в футбол. Есть роскошная столовая. Ремонт новоафонской школы осуществлялся в рамках комплексного плана содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По словам главного инженера ЮСК Анатолия Кожакова, который работает в компании около 10 лет, сметная стоимость всех проведенных работ составила чуть более 174 миллионов рублей. Площадь всех строений равна 5000 квадратных метров. По словам специалиста, перед ними стояла сложная задача. Было необходимо сохранить старый облик школы с фасадом и каменной кладкой и вместе с тем усилить ряд конструкций. Точно так же были усилены стены методом торкретирования. Это технология, которая применяется в строительстве тоннелей. И после этого под большим давлением мелкофракционный бетон наносится на эту армированную сетку. Вот таким образом нам удалось усилить нижний этаж, который представлял большую сложность. Пришлось усиливать, чтобы сохранить вот эти 2 этажа, усиливать фундамент, возводить новые стены. И здесь еще во дворе был небольшой корпус музыкальной школы, который тоже был уже не отвечал, да, по нормативам нынешним. И вместо него вот здесь вот второй корпус к главному примыкающему, да, вот там есть у нас создали хореографический зал, актовый зал со всеми раздевалками, столовую, все встроенное. И это они все объединены между собой коридорами, холлами, как положено. Еще одной проблемой при строительстве стал рельеф местности. Пришлось на многих участках застройки произвести замену грунта. Грунт на рыхлых участках отбирали и вместо него подсыпали щебень. Параллельно шли работы по устройству дренажа. Повсюду проложены дренажные трубы с выходом на рельеф. Благодаря проведенным работам опасность подтопления здания из-за грунтовых вод была ликвидирована. Особое внимание строителей было уделено внутренней отделке, были использованы высококачественные материалы, хотя изначально в смете были заложены материалы среднего качества. Мы за счет нашей предполагаемой прибыли пошли на то, чтобы все-таки это объект, наверное, исторический, представляет большую ценность и для наших граждан, и для приезжих. И мы решили, за счет своей прибыли применить на материалы, которые завозились из Европы, из России, лучших производителей.
Это не единственное, что сделала компания ЮСК вне сметы, уверяет Анатолий Кожаков. Помимо этого, вне сметы нами были проведены работы тоже за наш счет. Например, нами выстроены трибуны для открытой площадки. Там же мы сделали, усиление, потому что корпус школы стоит рядом. Мы провели свайные работы, поставили там подпорную стену, и к этой подпорной стене пристроили трибуны для площадки. Внутри применены в столовой фрески, которых тоже, естественно, не было заложено в смету. Нами сделаны еще, помимо сметных работ, вытяжная вентиляция по спортзалу. В городе это единственная школа. Учатся в ней и горожане, и жители соседних сел и районов. Она является памятником архитектуры и занесена в список историко-культурного наследия Абхазии. Во время ремонта учебный процесс не прерывался, правда, все это время ученики ютились в разных помещениях города. Учителям приходилось работать в 2 смены. Проведенные ремонтно-восстановительные работы не повлияли на количество кабинетов. Школа по-прежнему может принять достаточное количество детей. Кабинетов осталось столько же, сколько было раньше. То есть школа раньше, в довоенное время, умещала до 700 человек. Сейчас пока у нас учится 364 человека, но надеемся, что деток будет больше, и мы сможем их всех принять в нашу школу. 22 января 2014 года состоялось торжественное открытие школы. Руководство страны и высокопоставленные лица дали положительную оценку проведенной работе. Вместе с тем, главный инженер ЮСК Анатолий Кожаков отметил, что за ходом строительных работ постоянно следили как местные контролирующие органы, так и российские. С Россией у нас всегда была тесная связь, постоянно приезжали кураторы. Во время ведения работ они интересовались, как делаются работы, какие затраты идут и так далее. Поэтому все это происходило под надзором, естественно, и местных строительных учреждений, УКСа, Кабинета министров, и параллельно представители России и Москвы, они в курсе были каждого этапа работ. Если посмотреть на ту школу, которую мы сегодня открываем, то сама по себе она является прекрасным ответом на вопрос о том, как, с каким качеством и с какой эффективностью в Абхазии используется российская финансовая помощь. Спасибо строителям, спасибо руководству Абхазии за то, какое внимание уделялось этому объекту и какое внимание уделяется тому, с каким качеством и насколько эффективно расходуются российские средства в Абхазии. По поводу оценки, в самом начале, может быть, были какие-то сомнения в том, что удастся сделать нормальную школу, совместив старое строение с новым. По окончании работы были только самые высокие оценки. В школе, которая изначально была построена как церковно-приходская, в разное время учились многие известные люди Абхазии. В начале 20 века в ней учился видный государственный и политический деятель Абхазии Нестор Лакоба. Директор школы уверена, что учебный процесс напрямую зависит от состояния школы. Конечно, у деток настроение великолепное, учатся они хорошо, следят за этим порядком. Вы можете сами убедиться в этом. Мы работаем уже полных 1,5 года. Чистота идеальная у нас. Они сами стараются поддерживать эту чистоту и понимают, что это еще на многие поколения детей хватит такая школа, если так ее содержать.